Салам, хорматлы ватандашлар, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Пришел 2024 год. Мы вас тоже поздравили. Вы, наверное, видели, что Харамдаг вместе со своей семейкой тоже запечатлился и показал, значит, и какие у него дети, и все. Я хочу обратить ваше внимание именно на то, как представлено вот это вот такое квази-дефиле. Эта семейка декларирует себя как значит, лицо нации, что вот это и есть как раз те самые чистые туркмены, вот это арийцы, голубая кровь, белая кость, вот они, значит, и есть самые главные. И поэтому вот то, что я сказал в своем выступлении, к той самой конференции туркменов мира, которые должны признать его султаном, ну а Туркменистан уже это не независимое нейтральное государство, а султанат Харамдагов. Так, вот теперь мы должны будем жить, если у него это получится. Мы должны принять это якобы, так, потому что для зарубежников все равно, им все равно. Вам хорошо? Вы смирились? Вы признаете? Вас это устраивает? Мы не будем вмешиваться, это ваши внутренние дела. Итак, то есть теперь в таком квази-узаконенном порядке мы должны будем жить в султанате, когда после Сердара Засранца придет к власти в последующем Керимул Туртук. Так? Кстати, вот говоря о нем, вот здесь они все выстроились, если вы обратили внимание, когда вот он показал всю эту семью, обратите внимание на этого парня, он всегда немножко такой сам в себе сидит, и рядом почему-то нет жены. Ну ладно, они молодожены, предположим. Я хочу обратить ваше внимание на состав семьи. Обратите внимание. У президента, якобы президента Туркменистана Сердара Засранца, жены рядом нет. Мы даже не знаем ее имени. Она нигде не показывается, точно так же, как это делал сам Харамдаг. Мы только знаем, что она, девушка, была из Эррикала. Это рядом с Ашхабадом, километров 5-10. Нет мужей, его дочерей. 2 дочери с ним рядом. Так, их тоже нету. Вот. И, значит, здесь вот выстраиваются дети, кто-то, значит, там рисует. Какие гениальные дети, боже мой. Вот они там мазки какие-то, и, значит, кто-то играет. Ну, прекрасно, это дети, окей, хорошо. Пока к ним какие могут быть претензии? Но я тебя предупреждал, Сердар Засранец. Как только ты придешь к власти, ты в равной степени с твоим позорным отцом, конченным придурком, миллипидором, ты в равной степени будешь отвечать за все, что было сделано и им, и ты к этому тоже имеешь отношение. Вы так и не отчитались по тем, кто пропал в застенках Обадан-Депе, так? Но вы не отчитались. Где твоя жена? Сердар Засранец. А ты-то чего стесняешься? Поэтому сейчас перейду к тому, что какие нападки организовала эта семейка. Все так здорово вроде бы организовано. И вот сидит Черемулы Туртук. И его жены нету. А парня женили. Нету. И вот эти вот дети, там Сердар, 2 дочери, так. И Керимгулы якобы тоже его сын. Есть такая информация через источников, что на самом деле Керимулы-то ведь не сын Сердара Засранца. Был еще один сын у Харамдага. То ли его Мердан звали, то ли как, это не важно. Но тогда он еще был министром. Вот. И парень подсел на наркотики. Вот.
У него вот родился сын, так, а друг у него был Парахат, родственник тоже ихний. И вот они там на 8 марта немножко кутили, и был передоз. После этого передоза он даже уже когда пришел, то есть его сын умер от передоза, а он стал уже, значит, руководителем, и он там вот я борюсь с наркоманией, он этот отдел, значит, по борьбе с наркоманией разнес и так далее, хотя сам он и Сердар засранец, и его вот это вот, значит, родственники ближайшие, так, отец Шаммы и Хаджи-Хаджика, так, Назар, они же конченые наркоманы все. И для них, для всех троих, вот из этого опиума сердца делает вот этот вот шире, так называемый, так, уже прокипяченный такой, делает один и тот же повар, то есть есть специальный повар. Они живут на этом. Так вот, возвращаясь к Керимгулы, парень, если обращаете внимание, всегда он такой скромный, он молчит, он отводит глаза. Он якобы вот сын Сердара Засранца. В общем, подходит к власти вот этот вот Керимул Тултук. То есть Сердар уже у него впереди как минимум 10-20 лет, так, когда он дойдет до возраста отца. Но самое главное, обратите внимание, как выглядит этот миллипидор Харамдаг, боже мой. Он в туркменском таком халате. Вот. Это такой вот, значит, особенный, праздничный. Он лысый, он в тюбетеечке. И вот он как видел вот в юности таких вот известных яшулей, немножко вот таких пузатых, он даже вот животик отпустил по этому поводу. Так вот, говоря о семейных ценностях, возвращаясь, ведь рядом стоит вроде бы его жена, мы все-таки заставили его показать первую леди. Мы говорили о том, что она более 10 лет жила в Англии рядом со своей вот этой вот дочерью, которая закончила мединститут, и вышла замуж за Давлета, сына Берда Табаевича. После этого он ее привел, но это не значит, что они живут с семьей. Так, он живет в Маныше, сделал себе отдельный еще один дворец, так, он там живет, и ему там массажисты и прочее. А вот жена его живет с сыном, Сердаром Засранцем, там, Ферезинского, там у них дворец. И вот на наше выступление, поздравление с Новым годом, и где мы рассказывали о ситуации в Туркменистане, о том, что происходит, и что народ обязан бороться, он, конечно, натравил всех, кого было возможно. Вот. Ну, вы, наверное, знаете, многих из них я не собираюсь об этом говорить, но я сейчас назову одного человека, который, собственно говоря, не имел никогда отношения к нам. Есть такой Иса Парикмахер, который работал напротив КГБ, была галантерея. Вот в здании этой галантереи был такой салон Джанин. Там работал этот Иса Парикмахер. Вот там, где был Априал, там вот рядом у них теперь есть такой салон, называется Вива Ламур. И вот этот парень, который там стрижет, вот если вы посмотрите вот комменты, которые к нам набросали, вот это вот дерьмо, это от его имени. От имени как раз вот этого самого Иса Парикмахера. Ему платят по 300 манат вот за прическу, девушки, которые делают себе свадебные прически. Это за неделю стоят к нему в очереди. Этот человек от его имени сделанный, значит какой-то фальшивый аккаунт, и там 92 ролика, чего-то какие-то там просмотры никакие, но дело в том, что это принадлежит не кому-нибудь, а как раз дочери Харамдага, сестре Сердара Засранца, той самой, которая училась вместе с Юлией в мединституте. Она врач, так? Эта мадам сейчас, значит, у нас находится в Англии, в посольстве.
она, видимо, одержима подключиться как раз к политике. Она теперь, потому что ни МНБ, ни даже любая спецслужба не посмеет без ее разрешения использовать человека, работающего в ее салоне, так, принадлежащем ей, использовать его лицо как фейковый аккаунт, который начинает забрасывать дерьмом, значит, выступления людей, оппонирующих власти. Кейгм Джамал, ты что, решил подключиться к политике? А? Девлет, ты спился. Я говорю про ее мужа. Это сын Берда Атабаевича. Ты же спился. Девлет алкаш тебя называет. Ты ее терпишь. Почему ты ее терпишь? Она дочь бывшего президента, сестра вот этого Сердара Засранца, который числится у нас президентом, так? И, конечно, Давлет попал, так сказать, в этот капкан. Так и все они, все мужья, вот, значит, его дочерей, они попали вот в эту золотую клетку. Их даже здесь нет, обратите внимание, их никто не показывает. Вот. Поэтому я вот сейчас уже обращаюсь к этой девушке, которая является бывшей студенткой мединститута, закончила. Сейчас она находится, значит, по сути. Это ты разрешаешь, да, использовать? Ты подключаешь его? Никогда МНБшники не решатся использовать фейс, вот это вот лицо, как фейковый аккаунт, без твоего разрешения. Значит, ты подключаешься уже к этим комментам, это ты ищешь, так? Ты подключаешься к политике? Тебя интересует, как я, оказывается, бросил детей. И вот там вот якобы, значит, Давлет рассказывал, как он трудно жил. Но Давлет в 90-м году был уже известный жокей. Я ему дал профессию, я ему дал возможность. Он стал мастером своего дела. Он может работать. Мало того, он закончил исторический факультет, потом он был в Дубае на скачках, марафонах, он был на марафонах в Америке. Он уехал в Америку, работал там, так? Он там потом подтянул, значит, и своего младшего брата, и сестру, и смог их там и обучать. Вот эти вот термины, которые используют, например, от имени этого Иса Парикмахера, кулок, то есть это значит русский, то есть белые уши, кулок, вот эти вот националистические эскапады, которые они себе позволяют, вот, это значит, говорит о том, что они, собственно говоря, не столько на меня вот наезжают, сколько на Юлю. Кстати, уехать Давлету в Америку помогла Юля. Без этого бы ни он сам, ни его друг, которые оказались в критическом положении, они никогда бы не уехали. Я сидел в тюрьме тогда. Как он уехал? Кому он обратился? Кто ему помог? И если вы говорите о том, что вот, значит, там где-то чего-то как-то, ну покажите, я же выложил, значит, всю свою делюгу я выложил. Она вон висит, покажите, где что и где какое воровство. Но я, кроме Давлета, я обучил все эти села. Они все приходили ко мне, и денег я не брал. Я обучил не только их, со всего Туркменистана приезжали вот эти бедные люди, работали конюхами, они научились ездить на лошадях, они научились правильно их тренировать, они всему этому научились, и они не бедствуют. Поэтому, когда говорят мне, там у тебя 10 человек, у меня не 10 человек детей, у меня 1000 детей в Туркменистане, и я им всем дал возможность в критические даже вот такие времена, когда к власти приходит поганая вот эта вот тотальная диктатура,
они даже в этом случае могут зарабатывать деньги и в Дубае, и в Турции, и в Англии. И если, например, тот же самый сын Хаджика научился где-то скакать в Англии, так, он никто рядом с теми людьми, которых я научил, которые сейчас участвуют в скачках на, значит, ипподромах Турции. А? Эти ребята совершенно другие. И эти люди, да, они все у меня научились, они умеют работать. А ты, Харамдак, так и не научил. Ты вот в эти 60 лет научился только ездить на лошади. А сына своего так и не научил. Потому что он бездун конченый. Конченый. Конченый бездун. А это особенность тех людей, которые подсели на наркотики. Да, они трусливые. Это не то, что 50 грамм там выпил, да, и расхрабрился. Это вот как раз отличительная черта наркоманов. И пока я обучал, они никогда не бездельничали. И ты приезжал ко мне в гости, помнишь? Врач был у Харамбаши. Ты же раза 2-3 был у меня. И ты видел, как они выводили лошадей. Ты так и вывести не сможешь, сам даже. Тебе все готово выводят. И сейчас на празднике ты все вышел, себя показал, там лошадь постучала копытками, а твой сын там взял вот это вот зерно, вот так вот показывает. Так и обезьяна можно научить. Что это? Что же он на лошади не проскачет? Он и не будет никогда скакать. Но я сделал самое главное. Это все в сторону. Я заставил таких, как ты, придурков, партийных боссов и прочих, которые вам хлопают, бывшие партийные работники, которые забыли про свое духовное наследие, забыли, что такое лошадь, забыли, что такое пастушеская культура, которая невозможна без наших туркменских волкодавов. Я вас заставил любить их. Ты стал ездить, ты научился. Твой сын не смог. И якобы он сейчас вот главный по волкодавам, но он же бзит подходить к ним. Он что, такой же прямо, что держит, что ли, кого-то? У вас семья такая, вы никогда не держали. Ты просто знаешь, что это есть культура туркменского народа. Это есть духовное наследие. И я заставил тебя это, потому что пусть из зависти, пусть из-за того, что мое имя так оказалось таким, что ты ради того, чтобы затмить меня, пошел вот на этот шаг. Ты отнял у меня лошадей, ты не дал мне жить в стране. Так? Но ты, как собачка дрессированная, ты фактически в итоге сделал то, что предначертано. Понятно? Ты научился хотя бы изображать из себя любителя этих животных. И твой сын якобы там. И вот эти вот бывшие люди с партбилетами в карманах, вот эти вот бессовестные старики, так, они же наши ровесники. Ты тоже со мной ведь одного где-то десятка лет. Ты 57-го, я 51-го. А? И они же тоже примерно нам ровесники, они вот бороду отпустили. И вот этих вот подлецов, да, я заставил, понимаешь, хлопать. И когда ты с этими лошадьми, и когда ты с этими туркменскими волкодавами. Вот так вот Аллах приводит и заставляет их понимать, осознавать, что такое основа государства. Не может существовать государство без духовного наследия. Государство без духовного наследия это не нация. Это не нация, это толпа. Это кочующая толпа. Сегодня здесь, завтра в другом месте. И вы в конце концов сделали это. И деваться вам некуда. Поэтому вы не пытайтесь меня обвинить. А тебе уже я просто, у меня принцип такой, я женщин-то не достаю. Так? Но ты же ведь врач. Я обращаюсь к жене Давлета.
Вот. В Англии она сидит. А? Там одергиваешь своего мужа. Ты тоже, как твой отец, скажешь, что нет ковида, не было ковида у нас? А? Вы-то там, наверное, там другие прививки делали. Pfizer. А народ вы убили. Это твой папа. Что ты... Это там коммент, вот это явно было видно, никто их не гнал, никто их палкой не изгонял из страны. А зачем палка? Для того, чтобы изгнать этот народ. А? Достаточно лишить его всех прав. А? В конце концов, оставить голодным. Он бежит. Бежит в поисках заработка для того, чтобы его дети не умерли с голода. Вот такая вот ситуация. Вот вы понимаете, я хочу в конце концов объяснить, к чему вот этот вот спектакль, который устроил вот это вот... Я не знаю, мне, конечно, так вот не терпится назвать его вот этой вот мартышкой, исторической мартышкой вот на веревке, который прыгает, и он хочет показать себя каким-то особенным, и чтобы все ему хлопали. Я вот, подводя итог сказанному вот по поводу вот этого вот дефиле, вот, который он устроил, так, по поводу вот этого вот его стремления подготовить население, и зарубежных, значит, интересантов к тому, что скоро будет здесь султанат, и вот маринует нас, значит, народ, вот вы должны привыкнуть к тому, что это вот царская семейка, так? И вот эту вот обезьяну, дорвавшуюся до власти, у туркмен есть хорошая пословица такая, вот. Он одержим тем, чтобы его хвалили, чтобы о нем говорили. Поэтому туркмены говорят, идиот, который стремится к тому, чтобы его все время хвалили, в конце концов он получит вот этой вот скалкой по башке получит. Вот. Но это так умозрительно сказано, потому что исторически это неизбежно. Он должен получить этим. Народ должен встать. И народ должен его посадить на место вместе вот с этим всем вот племенным союзом, который он организовал, и который он хочет посадить как корону на голову всему туркменскому народу. Мы должны с этим будем бороться. Никто вместо нас не придет. Никто нам не даст этой свободы, если мы сами этого не будем делать. И вам более очевидного примера никто не приведет. Вы видите, куда он идет? Мы вас предупреждали, что он поставит сына. Вот он пришел. Теперь он собрал, и теперь он будет менять и конституцию, и саму форму правления в стране. Тогда уже все, престолонаследие, официальное престолонаследие. Поэтому, если вам нужна страна, дорогие туркменистанцы, если вы имеете хоть каплю уважения к себе, к могилам своих предков, если у вас есть честь и достоинство, вы должны понимать, что никто просто так за нас нашу страну нам не вернет. Страна захвачена. Страна в крови и в пепле. А это все вот такая вот картинка для зарубежных интересантов, для того, чтобы там где-то там в ООН и так далее сказали, не, нормально все. Вот поддерживали, там разные приходили организации. Но мы-то знаем, мы же видели другую жизнь. Те, кто постарше, мы видели другую жизнь. И мы знаем, какие социальные лифты, какие экономические возможности можно предоставить населению. Поэтому мы должны обязательно бороться.
этих белобородых коллаборантов, предавших народ, надо будет обязательно тоже предупреждать. Пока по-хорошему предупреждаем. По-хорошему, потому что можно сдержать одного человека, можно сдержать 10, 100, но когда встанет народ, никто его не сдержит. Никто не сможет остановить толпу, разъяренную толпу, с лицом зверя остановить невозможно. Этот-то придурок не понимает, на что идет. Он думает, что он так и будет править. И все так и будет. Так не будет. Так не будет. Закончится все по-другому совершенно. Поэтому народ имеет право. Халкın hakkı var.